Испытано на себе. Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это передача «Испытано на себе». И, как, думаю, вы уже догадались по антуражу, что мы находимся в ресторане. Поэтому у нас сегодня речь пойдет о поварах. И рядом со мной сейчас находится Исмаил, это шеф-повар ресторана Kitchen. Приветствую. Здравствуйте, меня зовут Исмаил. Да, Исмаил, а что мы сегодня будем делать и какие основные задания я сегодня получу? Так, профессия повара немножко такая, как искусство. У нас открытая кухня, и здесь шеф-повар, он как дирижер, а повара музыканты. Ага. И мы сейчас, у нас, видите, печь есть. И основную задачу мы сейчас делаем заготовки дров. Попытаемся поджечь нашу печь, и затем уже дальше все будем делать заготовочки, как основные повара приходят у нас, разделки рыбы, дальше полуфабрикаты будем вакуумировать с вами. О, отлично. Ну что, друзья, я думаю, что задания будут сегодня интересными, и сегодня, по традиции, вы узнаете много интересного из нашего выпуска. Испытано на себе. Я сейчас понаставлю. Так, сейчас сниму маску. Чувствую, что я буду интенсивно дышать сейчас. А пока будем кофе пить, ребята наготовят быстренько, пару кило. Так, а топор? Я сейчас все сделаю. Друзья, на самом деле Исмаил, как шеф-повар, на самом деле не рубит дрова. Это делают всегда повара. Поэтому сейчас я буду рубить. Исмаил мне очень хорошо помогает. Очень холодно, сегодня минус 50 градусов на улице. Исмаил, насколько мелко нужно рубить дрова? Для начала, чтобы растопить печь, нужно сначала мелкие дровишки, затем можно уже и крупные подкидывать. Но в первую очередь нам нужно расколоть на хворост, можно так сказать, на мелкие. Ясно, хорошо. Так, мы, наверное, сделаем таким образом. Сейчас. Потому что внизу у нас асфальт. Наверное. Так. Я даже не знал, что есть такой способ. Очень опасно. Но я видел, так люди делают. Да? Шутка. Нет, это хорошие дрова какие-то, они очень сухие. Да, я перед эфиром боялся, думал, не получится. Я знаю, в чем секрет. Знаете, в чем секрет? Секрет в том, что на улице минус 50. И дрова, если даже сырые, то вся вода замерзла. В этом и есть секрет. Я практически даже усилий не прилагаю. Так, главное не сглазить сейчас как. Сучок. Вообще мы один раз ездили на стойбище оленеводов. Я там удивился, там девушка, по-моему, старшие классы. Ага. Во-первых, они с братом младшим, которому лет 7-8, он с бензопилой, они пошли, сначала распилили деревья. Вдвоем. Да, принесли. Я потом смотрю, она рубит. Она рубила очень интересным способом. То есть у нее шел замах, а в конце она, по-моему, даже не как я вот здесь, да, я как бы подстраховываю еще. Она вообще наступала вот так вот на само полено. И перед самым ударом она делала такой подворот. И получается, да, и раскалывала прям вообще как автомат. Я в жизни, наверное, 2 раза держал. Топор. Так, вот этот уже надо. Так, ладно. Сейчас. О. Ну, получается, сейчас мы про печь тоже поговорим. Хватит, наверное, да? Да, достаточно. Все. Достаточно. Ну что, друзья, миссия первая выполнена. У меня, наверное, иней, да, на лице. Чувствую, что уже кончики пальцев отмерзают. Так, занесем тогда. Да. Вот специальная курточка есть. Нам предоставили, потому что своей куртки, когда ходишь, она всегда в грязи, получается. А у меня такая полурабочая. Все.
Так, и мелочевку, да? Испытано на себе. И вот, когда начинаем приступать, мы всегда яичные ячейки вот эти не выбрасываем, потому что они хорошо топятся, и повара всегда используют их для растопки. То есть сейчас у меня будет возможность растопить печь в начале рабочего дня ресторана? Да-да-да, вот мы только открылись, Ага. и сейчас у нас как раз подготовка идет к бизнес-ланчу, и попробуем растопить. Так, хорошо. Также, Не может, надо есть- рвать? Нет, Можно, надо да? порвать, ага. Есть еще один секрет. Бывает, если когда дрова немножко сырые и бумага не помогает, то мы берем немножко растительного масла прям сверху дров. Это такой секрет. И дрова прям начинает трещать, и огонь сразу превращается в пламя. Хорошо, начнем с мелких. Да, но вот сейчас на данный момент дрова они у нас мелко порублены, хорошо нарубили. Вообще, использование печи это не во всех, да, не всегда используется печь. Да, У вас но прям настоящая дровяная печь, я там смотрел, да? там у нас в этой печи мы делаем хлеба, пекем. Также у нас производится оттуда пицца, мясо, мясную продукцию, томин, там, также и рыбную продукцию. Газовая горелка отличный. Кстати, когда едете тоже в походы, там, в палатке, в смысле живете, поживаете в палатке с печкой, ну и, соответственно, едете на автомобиле, то есть не на себе несете все. Вот брать газовую горелку, вот самое то. Даже сырые дрова поставил, в печку его положил, ну не полностью, а только вот само сопло. И оно очень хорошо разжигает, видите, буквально в течение нескольких секунд. Дрова все-таки хорошие. Перед тем, как зайти на кухню, я обязательно и поварам говорю. Сейчас студенты пришли у нас с ЯТТС, проходят практику. И им тоже обязательно советую, потому что в жизни вдруг кто-то не подскажет этот момент. Будут меня вспоминать о добром слове. Так, сначала моем стандартно. Прям вот так. Ну что, готовы продолжать работу, уже связанную непосредственно с готовкой пищи. Наши дрова уже разгорелись, они дойдут до углей, да, и когда уже... До углей, но мы перед этим ставим, знаете, как нашу решеточку, чтобы решеточка тоже немножко прогрелась, да. Ага. Есть у нас специально, смотрите, такой подъем самого гриля. Понимаете? Как якорь. Понимаете? Вот. То есть можно регулировать уровень? Да, конечно, если хочешь побольше огня, ну, опускаешь вниз. Если пониже, вот и дальше уже вот таким способом повар ставит, и дрова превращаются в угли, и уже затем мы начинаем жарить мясо. Вот, приступим к заготовочкам нашим. Так, давайте. Так, ну что, это у нас семга, да? Это семга у нас, огромная. сейчас на носу у нас банкеты, везде предновогодняя суета, у всех у людей корпоративы, и вот мы специально заказываем это с Москвы, потому что свежемороженую рыбу, во-первых, раз, во-вторых, так немножко, ну, и дешевле, можно сказать. И есть такой момент, то, что рыба, когда приходит с Москвы, она уже не перемороженная. А есть момент такой, некоторые повара, некоторые домохозяйки, домохозяины, они ложкой либо ножом чистят рыбу. Я такой лайфхак придумал. Как это модное слово, лайфхак. Вот, прям теркой, берешь терку и против тишины начинаешь тереть. Вот, и она так, во-первых, быстрее. И не нужно стоять ножом что-то чистить каждый раз. Она оптом прям берет и... Так, ну что, нужно обязательно попробовать, интересно. Давайте я вот так поставлю вам. Ну, в домашних условиях семгу такого размера я как бы никогда и не видел. Обычно действительно берешь уже готовые стейки. Против чеши, ага. Видите? Именно вот этой мелкой, да, которая? Это мелко, да, потому что если я и пробовал и той стороной, и этой стороной, но не получается. А ножом это все вот это летит в разные Ножом, стороны. да, летит она, то на тебя брызгает, и место становится грязно. У нас повара не любят
работать. Да, здесь практически чисто. Так, я... Как понять, что уже прочистилось? Нормально, еще, да, надо? Да, ну мы потом ее еще немножко водой ополоснем, чтобы вся чешуя лишняя ушла. Так, снизу. Так. А вообще, допустим, я вот... Есть такое, наверное, на продукты на кухне иногда бывают очень дорогие, да? И ответственность большая же на поваре конечно. находится. То есть вот эта семга, она... Я даже боюсь представить, сколько она стоит. Ну да, она очень дорогая, но если, смотрите, если мы ее на ночь вытаскиваем из холодильника, чтобы она разморозилась под утро, то есть утром уже обязательно мы ничем не занимаемся, обязательно нужно, чтобы ее разделали, потому что если она будет весь день стоять, это тоже очень плохо. И мы пытаемся быстро разделить ее. Так, тут как будто у меня не получается, или нормально? Вот смотрите, есть такой момент, то, что она вот, ночью она немножко перестояла, Ага. и чешуя засыхает. Надо И- смочить? Нет, не смочить, мы сейчас дальше доработаем ее. Ага. Смотри. А, то есть, как бы более... Немножко усилия да, надо приложить. Это вот вопрос о том, что дорогой ингредиент и боишься что-то сделать неправильно. Ну, это особенно вот, как бы меня касается, да? Ага. Так, уже другая доска. Но нужно здесь протереть Ага. перед тем, как поставить. Так, это тоже убираем. Да, Или это- еще понадобится? Не, нам все уже не понадобится, на мойку тоже туда. Хорошо. Так, Дальше же. Ага, так. где ножик? Семгу отмыли. Сейчас, скорее всего, будем дорабатывать ее ножом. Пирожки, пирожки. Сейчас почищать будем, да, ее? Почищать, да, немножко здесь вот есть такие углы. Угу. Ну, давай. Так, я сегодня должен все В попробовать. это время подбрасываем дровишки. Давно не делал, пока никто не видит. Ты как будто разделаешь, чистишь большого окуня. Так, все до хвоста, да, вот здесь? всё Да-да, чистим? обязательно, потому что у нас вся рыба идет прям до конца. Никакая часть не выкидывается. Так, Все идет. Тогда я предлагаю сейчас, так это очень ответственный момент, да, Исмаил сейчас проверит. Да, конечно. Ножом, да? Салфетки? Да, салфеточки. Ну-ка, сейчас узнаем. Посмотрите. Вот она утирается. Перед тем, как рыбу нашу разделать, мы прям ухаживаем за ней, знаете, прям с родным человеком. Все, рыба отличная. Испытано на себе. Испытано на себе. Так, ну что, сейчас будем разделать этого красивого представителя семейства рыбных. Вот. Не нужно прям, как некоторые люди берут, прям сразу, прямо под прямой угол ножа. А мы берем вот так прям под жабры поднимаем. Вот. Потому что все, что лишнее мясо, оно не должно быть. У нас должно прям до единого кусочка пойти на обработку. Так, с этой стороны также переворачиваем. Так, это вроде не сложно, Да, попробуем. попробуйте, ага. Так, главное под твоим надзором. Так, Так, так ага. держу. И режу, да? И прям режете. Если нож неудобный, давайте вот так попробуйте. Они одинаковые остроты. Так, ну, катится. Давайте. А обязательно за плавник держать или можно так? Можно так держать, да. Просто здесь, видите, здесь зубы острые. Бывает, когда Ага. режешь, не замечаешь, и
царапаешься от зубы, и тоже неприятный момент. Так, нормально? Да-да-да, все правильно, и вот уже, да, вот так. Так, а там хребет, да, у нас? Ага. Вот и все. Вроде все. Ага, прямо сюда. Видишь? Ага. Все, это сюда. Голову отобрали, видите? Мы не оставили лишнего мяса. Это уже часть пойдет на уху, на бульоны. Вот мы в основном используем на уху, и у нас есть соус биск. Вот мы тоже используем. Ага. Затем, смотрите, переворачиваем ее. Так, с этой стороны. Ой, извиняюсь. И уже. Сейчас. Здесь самый ответственный момент, потому что если повар придет без опыта, то это очень плохо. Мы то есть безопытному повару не доверяем его. Вот смотрите, прям хребет под хребтом, чтобы вот видите. И прям до конца, до хвоста мы режем. Так, ну это тот самый момент, когда я, наверное, не буду пробовать. Лучше это сделает профессионал, потому что очень ответственный момент. Ага. То есть там нужно учитывать баланс между хребтом, прям Да. близко к хребту сделать надрез. У нас как определяет повара, когда ему говоришь, умеешь рыбу разделать? Он говорит, да, я умею, начинает разделать. И смотрим по разделке рыбы. Если рыба хорошо разделана, значит повар хороший. Еще такой есть среди шеф-поваров лайфхак. Так, друзья, запоминайте, если вдруг у вас скоро собеседование на профессию повара, то учитесь разделывать рыбу в первую очередь, да, получается? Да, вот смотрите, все, разделали. Видите, вот прям по хребту прошлось. Вот и другую часть тоже уже мы не переворачиваем, также продолжаем. То есть мы сейчас убираем хребет, да? Да, полностью. Этот хребет у нас пойдет Тоже пойдет. на бульон, либо на уху. На персонал мы готовим, потому что персонал у нас тоже вкусно должен питаться, сил набираться. В основном у нас мужской коллектив, и мужчины как говорят, свежее мясо, вкусный бульон. Затем мы уже начинаем убирать косточки. Вот. И косточки, смотрите, берешь вот под угол рыбы и вот так аккуратно уже вот она идешь, разделяешь. Их тоже срезают, да, получается? Да, потому что чтобы кости крупные у рыбы, и можно и щипцами вытащить, но мы вот прям таким способом сделаем. Вот она пошло само. Дальше вот тянем. Вот. И остается у нас филе, получается. Еще недоработанное филе. Здесь тоже так же. Все, мы полностью разделали вот рыбу. Очень аппетитно выглядит этот Здесь кусочек. есть маленькие косточки все равно, но мы это уже пинцетом специально. Пинцет принеси. Ага. Так, ну это та работа, по-моему, с которой я могу справиться. То есть если Сейчас принесу. основная уборка костей это очень тонкий момент, там нужен действительно опыт. Сейчас попробую с пинцетом. Сейчас принесут. Смотрите, вот у нас остались мелкие косточки. Их нужно пинцетом. Вот они пинцетом. Каждую косточку нужно. Так, слушай, ну вот здесь тоже есть мелкий. Да, она вот доходит до сюда. Здесь уже Вот, пластинки вот я ходят. вижу большой. Вот так подхватываю и вытаскиваю, да? Ой. Прям. Вот, видите? Так, и куда-нибудь. Вот сюда вот сами, да. Да, тут вообще хирургическая работа. Вот так проще. То есть она, видите, пинцет, он такой
как бы под углом заостренный, то есть заостренным углом проще доставать. Вот он. Это как выщипывать брови, да? Ну да. Женщины поймут. Тут действительно такая ответственность. Что-то мне подскажет, что можно просто щипцами это делать. Сейчас станем мастером. Это очень ответственная работа, друзья. То есть тут такие кости. И нельзя ни одну пропустить же, да? Да. Вроде все. Проверь, пожалуйста. Вот, далее, смотрите, мы берем хвостовую часть. Хвост у нас идет на засолку. На стейке она не пойдет, потому что она слишком маленькая. Там по весу мы каждое блюдо делаем по весам, и по весу она не проходит. Затем дальше вот передний момент есть. Вот возле головы тоже полностью вырезаем. Это у нас идет на засолку. Далее мы берем уже режем филе на стейки. Вот это. Это идет у нас часть на пасты, на супы, а это уже часть идет на стейки сами. Вот рыба у нас так делится. Все, вот это идут на супы. И уже дальше по весам повар подходит, берет рыбу саму. И вот на вот такие стейки по 120 грамм распределяет. Далее он идет, вакуумирует. Вот, и уже там замораживает, либо отдает на заказ. Вот здесь немножко вот у нас кости. Вот. И все. Эту часть давайте мы с вами часть замаринуем, засолим. Да. Смотрите. Это для маринада, да? Да, это для маринада. Ну, попробуем. Оп. Так, сразу видно, не профессионал. Так, второй лучший. Кстати, сейчас спросим, может есть какой-то лайфхак, потому что всегда вот проблема, когда вот заканчиваешь резать, тот же там лимон и так далее, вот в конце очень сложно удержать его. У меня вопрос, вот в конце очень сложно ее, да, как бы удерживать. А этот мы оставляем, смотрите, знаете для чего? Так, далее, смотрите, мы берем соль. Соль, прям обильно. Солим, То есть не жалеем, да? не жалеем. Но, смотрите, есть момент, где чешуя с этой стороны, да, мы должны ее прям втереть, чтобы снизу она тоже пропиталась. Вот. Соль. Затем также вот это тоже делать. Или давайте я сам. Давай. Так, солим, переворачиваем. Ага. Вот так, да? Ага. Далее, смотрите, мы берем укроп, вот, который не пошел на блюдо, там немножко пожелтевший, либо ножки укропа. Слаживаем. Берем вот. Вы спрашивали, для чего вот этот момент? Нужно прям выжать полностью, сюда болеть. И затем уже накрыть апельсином. Да, выжимайте. Апельсин, он не теряет цвет у семги, и семга такая же аппетитная становится. Если бы мы польем лимоном, то лимон она окислит мясо, и оно будет бледное, неаппетитное. Затем, вот смотрите, да, надо разложить его. Интересный факт. То есть, если полить лимоном рыбу, она теряет свой цвет. Да.
Даже, знаете, через минут 10-15, если даже сейчас эту рыбу попробую, она будет уже вкусная. Ага. Ну, красную рыбу грех испортить. Да, конечно. Вот. Все. Далее повар у нас уносит в холодильник, ставит под пресс, и она стоит там сутки. И на следующий день уже рыба, как бы сказать, Готово. готовая. Да, мы это сейчас уберем. Давайте с вами, знаете, что теперь пожарим рыбу, как будто заказ вышел, гость. Вы должны на этой доске, два кусочка порезать. Так, давайте. Ага. На этой доске. Да, ну, чтобы там грязи не было. Ага. Туда переносим, да? Сейчас. Давайте мой сначала Да, измерим. давайте так. У Так. нас сейчас посмотрим. Должно быть 120. Ну, должно быть. Немножко погрешно сесть. 112, ну 8 грамм, я думаю, нормально. Даже вот он чуть-чуть 14, 6 грамм. Так, сейчас я попробую. Примерно такого же размера. Давайте рядом поставлю. Ага. Немножко чуть. Ну, вы еще берите в такой момент, то, что это середина, в середине немножко вес. Побольше мяса. Да. Ну, Так. чуть-чуть больше. Ага, вот так. Красотка. Ну-ка. 114. Так же. Тоже. Так, ну еще один, да? Давайте, ага. Так, тогда, ну-ка, чуть побольше. Это перебор. Вот Очень это сложно. Очень сложно, да. Но ничего страшного. Это получается уже на 16 грамм. Да, это мы уже в минус уходим предприятие, и чтобы такого не было. Предприятие терпит уже убытки. Да, и мы, бывает, немножко обрезаем и отдаем уже дальше там на пасты. Ага, что-то. понял. Вот. Испытано на себе. Испытано на себе. Берем сначала обильно смазываем кисточкой маслом. С двух сторон вот оно, да, у нас. Затем аккуратно солим. В этот раз уже аккуратно сажать. Да, потому что, не дай бог, пересолишь. И перчим. Перец тоже нужно аккуратно, потому что если ты переборчишь, есть бывает у людей аллергия на перец, кто-то не хочет перец. Но все равно перец придает свой вкус, и с перцем Ну, тоже вообще, вкусно, да. надо сказать, наверное, что блюда в ресторане, которые подаются, они усредненные, да, то есть там нельзя чем-то Ну да, не докладывать и перекладывать. потому что если ты, не дай бог, пересолишь, либо переперчишь, это уже опять же минус, идет убыток. Так, а вот у нас одна часть. Еще смотрите, есть момент, нужно обязательно шкурку эту тоже маслом сделать, потому что когда ты начинаешь жарить ее, если она останется на гриле, тоже не очень приятно будет. Сейчас это делаем. Ага. Так, хорошо. Теперь солим, да? 15. Рыбу еще... Многовато? Нет, нормально. Рыбу еще можно... есть момент, то, что ее тоже нельзя пережарить. Если ты семгу пережаришь, она будет сухая, невкусная. И свой вкус она уже скроет от тебя. Поэтому... То есть там такой момент, да? Да. Так, ну что, друзья, сейчас Дальше. те дрова, которые мы уже подожгли в начале, они уже практически... Да, нашу решеточку они подогрели уже. И здесь сейчас примерно 250-240 градусов. Даже с учетом огня, то есть огонь ничего страшного, да? Ничего страшного, мы, видите, приподняли немножко, и огонь до нее не дотянет. Так, воду просто... Ложите, ага. Всё. Одну рыбу тоже немножко тяжеловато, если мы с овощами, чтобы нашу рыбу овощи сопроводили. Вот мы сделаем сейчас овощи-гриль, то есть не мы, вы сделаете. И также пожарим. Вот. Понял. Так, нарезаем мелко. Да. Нет, не мелко, смотрите, есть люди, которые режут специально так, но я не люблю так, потому что у нас, как сказать, принято, чтобы все было побольше. И мы в ресторане тоже подаем примерно по 50 грамм. Обязательно вот эти моменты уберем. Вот они. Перец
нужно обязательно полностью от семечек отделить, чтобы у нас были пикантное сопровождение к рыбе. Соль, перец, масло. Масло? Сначала Ага. масло, Да, еще давайте добавим туда немножко розмаринов. Покрошите, да? Вот он. Так, масло тоже. Ну, с в этой этот стороны. момент, смотрите, А, у нас нужно семгу нашу переворачивать. Да, потому что таких поваров мы называем осьминоги. Вот, как бы нужно и успевать и овощи то есть греть. сейчас просто Да, переворачиваем. на бок ложите просто. На бок? Да. Вот видите, немножко шкурка отрезалась, дайте я вам покажу. То есть мы уже немножко упустили этот момент. Да, вот, Со съемками. аккуратненько берешь. Вот, Ага. вот, есть момент. И здесь. Немножко вот так. Ну, ничего да, это страшного. наше упущение. Мы как бы Да. проводим съемку, поэтому немножко забыли про семгу. Ну, может Да, быть, да, еще да, и решетка сама немножко холодная. А, еще не Да, прогрелась. это тоже все зависит. Есть моментов много фактов. Так. Да. Было бы, если бы это был заказ от меня, то есть, который я готовлю, мне было бы стыдновато. Затем нужно наши овощи также замариновать. Мгм. Я всегда поварам говорю, если вы что-то готовите, готовьте как для себя, как для родных людей. И обязательно нужно добавлять душу туда. Потому что если мы просто обмажем их маслом, пожарим на гриле, они будут пустые. А гость пришел, он хочет, грубо говоря, кайфануть от удовольствия. Не просто пришел поболтать, но он и пришел покушать. Да. Поэтому нужно делать это все любовью, прям достать из сердца последнюю каплю любви, добавить в блюдо, чтобы блюда были вкусные. Также соль и перец, да? Соль и перец, и вот наш А. розмарин мы немножко попрошу, чтобы немножко такой запах был. То есть он добавляется после масла, да? Да-да-да. Потому что если мы сейчас какой добавим, аромат. сейчас, когда будем жарить, еще будет вкуснее. Шикарный, шикарный запах. Ага, также солим. Так. Все, и Перец. перец. Я уже готов это съесть. Все, далее также вылаживаем на гриль Мгм. и жарим. И одновременно семгу переворачиваем. Так, давайте уже сначала, наверное, семгу перевернем. Прям смело, вы не бойтесь, вы Да? берите. Я боюсь, что он оторвется. Ничего страшного, это же мы... То есть это... Дайте, Ой, подождите. Так, я что-то прямо Аккуратненько. уверенно стал. Ну ничего страшного. Бывают такие моменты. Так. Вот, перевернули. Немножко, видите, семга у нас. Ну, я вам покажу лайфхак один. Если, например, семга у нас немножко так разложилась, разломалась, то мы ее на тарелочке гостю в таком виде, конечно, не отдадим. Мы начнем либо переделывать, либо уже что-то химичное. Но в большинстве моих случаев мы переделываем. Переделываете. Да, в любом случае, То потому есть, что... грубо говоря, если бы я был поваром, сейчас и это был заказ, то мы бы его переделали. Да, и вы бы это все, что вы сейчас пожарили, бы вечером бы взяли домой с собой. Но за минусом заработной платы. Да, конечно. Да, а то это как бы наоборот мотивация, да? То есть испортил продукт, Да, взял конечно. домой. Потому что, Но ну, все и одновременно он попробует, что он готовит. Сам уже свои выводы сделает, что он добавил мало, что много. Вот. На ошибках люди учатся, потому что лошадь на 4 ногах спотыкается, как говорится, а человек на 2 в любом случае. Можно выложить уже на тарелочку все. уже можно, да? Да, надо сначала рыбу всю убрать. Сюда все, забираем рыбу. Ага. Так, или вот так. Аккуратненько, да, вот так берем. Такие аккуратные кусочки. Вяленый томат. На самом деле, друзья, я с вами поделюсь секретом, но мои кулинарные способности это очень простые блюда. Там, ну, грубо говоря, яичница это такой вот середнячок. Что-то более сложное очень редко я готовлю. Там или готовлю в походных условиях. А так, чтобы прям кулинарить, это очень редко у меня. Я правильно делаю, да? Да, все Ага. верно. Поэтому для меня вот этот сегодняшний процесс, он очень интересен.
Так, это остальное собираю тоже, да? Это соберите, да, мы не должны ни одного кусочка не оставить. На крайний случай это у нас проходит практику ребята, тоже иногда пробуют, мы им объясняем, что это такое. Вот. Это семга, да? Еще бывает такой момент, то что повара приходят когда домой с работы, с кухни, они обязательно дома кушают, потому что, ну, я не знаю, у меня тоже так же, я домой прихожу, мне хочется домашней еды, или бывает голодный, потому что на работе нет времени покушать. Вот, а где-то что-то урвать, какой-то кусочек, это тоже, ну, и неприятно, и не хочется. И домой всегда приходит повар голодным, есть секрет такой, потому что сапожник без сапог. Я думал, наоборот, повар, то есть он Да нет. пробует супчик, насколько Пойдем, посолился. там, оформим и так далее. тарелочку. Смотрите. Оформление. Да, Супер. это вот, смотрите, у нас соус биск. Вы помните, я говорил, что у нас остается голова, хвосты. Да, да. Мы варим бульон, затем уже с этим бульоном, на основе этого бульона делаем соус биск. Здесь добавляется сельдерей, морковь, вино белое, панцири от креветок. И все это уже потом варится, тушится и через блендер мы пропускаем. Уже и конечную часть уже через сито уже готовый соус делаем. Это биск, французский соус. Вот У он. меня уже от описания даже это зашкварчало. Далее, уже. смотрите, нужно, вы должны ложечку взять и просто Так. точку определенно поставить. Ага. Полную ложку Да-да-да, или половину? Полную. полынку. Вот Я так? вот так достаточно. Нормально? И Подождите, просто кладу. просто на одну. Хоп. Так, и дальше смотрите. Неправильно? Все правильно, я вам сейчас покажу кое-что. Я думал, должно быть красиво. Я вам говорил, что в первую очередь гость кушает глазами, Глазами, смотрите. Да, ну-ка, сейчас. Далее. Ложишь Мгм. на тарелочке и такой. Так, я сейчас должен сделать мазок, да? Да, такой прям. Оп. Вот, почти. Так, хорошо. Далее. Овощи гриль. Ага. Сюда вот тоже. Вот так вот. Саму рыбу, смотрите, саму рыбу Мгм. нужно положить на соус. Вот так, Ага. чтобы когда гость резал вилочкой, Она уже была чтобы в соусе. он все попробовал, чтобы не именно одну рыбу попробовал, а именно все захватил. Слушай, я всегда мечтал это сделать. А это как зовут этого? Нусрет. Вот он так, который. Друзья, тут, оказывается, очень тоже интересная фишка в этом ресторане. Допустим, мы приготовили блюдо, ставим его сюда, опускаем лампу, включаем. Это делается для того, чтобы пока официант идет за блюдом, оно не остыло. И Все. так, да? То есть официант знает, что блюдо готово. Все, официант бежит скорее, и гость уже горячее блюдо на стол выносит. Если официант немножко задержится, то блюдо это обязательно у нас не остынет. Вот. Второе туда, да? Второй сюда, вот он. Мы приготовили блюдо, поставили под лампу, она греется, все готово, и потом подходит официант и уже относит заказ клиентам. Отлично. Ну, на самом деле, клиенты сегодня это мы. Мы сейчас попробуем, да, что у нас получилось. Да, пойдемте. Как гость вы должны оценить работу повара и должны дать обратную связь. Если понравится, то там можно повару Эй, помахать. красавчик! Если не понравится, то сами знаете. Ну, вот в этом плюсы, да, то есть открытой кухни, то есть действительно вы видели того человека, который вам готовил блюдо. Если вам понравилось, либо не понравилось, вы можете напрямую это уже сообщить повару. Но я вижу по рыбе, да, я могу сказать, что рыба очень хорошо прожарена. И она 100% будет рыба вкусная. То есть она не пережаренная? Нет, она не пережаренная. Вы сначала попробуйте, не затрагивая соуса, просто рыбу попробуйте, а потом уже Вот, с рыбой. без соуса. Ага. Какую бы вы оценку поставили повару, который готовил? Повару 10. Рыбе 20. Рыба классная. Повар подается красавчик. Супер. Да, уже Так, ну-ка соусом. сейчас попробуем с соусом. Играет красный. Да, да. Например, если дома готовить, там, ну, гриль, конечно, мало где-то можно найти, если там, допустим, на даче, то как бы то, что сегодня у меня вот
Ну, это в первый раз, поэтому рыба немножко развалилась у меня, мы немножко не досмотрели, там чуть-чуть подгорело. Ну, Исмаил еще взял часть вины на себя, говорит, что да, решетка гриль была не до конца нагрета, но тем не менее очень вкусно, то есть действительно. Вот вы, В идеале тогда они должны быть такие ровненькие. да, ровненькие стейки. И смотрите, вот еще момент, то, что вы вклали душу в это блюдо, и она получилась. И когда повар вкладывает в это блюдо душу свою, и гость всегда он уходит с хорошим настроением. С сегодняшнего выпуска, думаю, обязательно что-нибудь попробую приготовить, что-то необычное. Поэтому до новых встреч, друзья. Спасибо большое. доброго. Это была передача «Испытан на себе» на канале Якутия-24. Испытано на себе.